Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі күні Алматы қаласы білім басқармасының қарасты номер 87 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог зерттеушілерінің қалалық ғылыми тәжірибелік семинарына қош келдіңіздер. Семинардың тақырыбы бастауыш және негізгі мектепте ойлау мәдениетін қалыптастыру, тіл, логика және математика. Ендігі келесі сөз кезегін бастауыш сынып мұғалімі Бурцева Айнұр Павловнаға береміз. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Бурцева Айнур Павловна, являюсь учителем начальных классов КГУ общеобразовательной школы номер 87. Категория педагог-исследователь, опыт работы 18 лет. Хочу вас ознакомить с элективным курсом «Интересная математика» для 4 классов. Программа разработана по ГУСО РК 1 час в неделю, всего 34 часа. Программа «Интересная математика» способствует решению задач разными способами, логическому мышлению, интенсивному развитию его глубины и гибкости. Решение задач разными способами создает дополнительную возможность для самостоятельной работы учащегося. Следует направлению развивающей деятельности, формирующей развитие умения находить выход из случайных жизненных ситуаций. Цель курса заключается в повышении познавательного интереса ребенка, развитии функциональных качеств, воспитании грамотной личности, склонной к творчеству, формированию логического мышления. Задачи курса: повысить мотивацию к изучению математики, развить математическую речь, логическое мышление, формировать творческий поиск, учить анализировать, сравнивать, выделять различия, формировать умение работать самостоятельно. Ожидаемые результаты: планирование учебной деятельности, умение сравнивать количество, аргументация собственного мнения, решение проблемных ситуаций, развить математическую речь, логическое мышление, формировать творческий поиск, самостоятельность, учить анализировать, сравнивать, выделять различия. Тема курса включает натуральные числа, сравнение чисел, фигуры, периметр, площадь, объем, уравнения, дроби, движения и тесты. Оценка знаний. Оценка проводится по принципам достоверность, логичность, точность, актуальность. Два вида оценивания: формирующее и суммативное. Критерии: понимание теории, применение методов, правильность решения, уровень выполнения тестов. Результаты, которые будут достигнуты в ходе изучения курсов: уметь писать задания на математическом языке, обобщать и применять знания, анализировать и объяснять решения, научиться приобретать исследовательский творческий опыт, повышение уверенности учащихся. Спасибо за внимание. Келесі сөз кезегін бастауыш сынып мұғалімі Абил Гасанова Күлкен Күлебаевнаға беріледі. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Абил Гасанова Күлкен Күлебаевна, номері 87 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. Еңбек өтілім 40 жыл. Авторлық бағдарлама тақырыбым логика әлемі, элективті курс бағдарламасы 4-ші сынып оқушыларына арналған. Барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағат. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың танымдық қызығушылығы мен ақыл-ой деңгейін қалыптастыру. Оқушыларды оқу курсының мазмұны арқылы пайымдау, шығармашылық тұрғысынан ойлау, өз беттерінше шешім қабылдап, қорытынды жасауға бейімдеу. Оқушылардың игерген білімдерін күнделікті өмірде пайдалана отырып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету. Бағдарламаның міндеті: өз бетінше іздену әрекеттерін қалыптастыру.
оқушының интеллектуалдық және ерік пен сезім белсенділігін дамыту, негізгі ойлау операцияларын саналы түрде қолдана білуге үйрету, көру, есту, байқау, іздеу, қиялдау, елестету, есте сақтау арқылы логикалық ойын дамыту, өз пікірін айту, талдау және оны дәлелдеу арқылы тілін дамытып, дұрыс сөйлеу мәдениетінің қалыптастыру, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету және тәрбиелеу. Оқушылар білуге тиіс. Өз ойларын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білуге дағдылану, теориялық білімдерін практика жүзінде ұштастыра білу, өз қиялын ұштай отырып сұрақ қоя білу, күнделікті өмірінде болып жатқан түрлі іс-әрекеттің ерекшелігін бақылау әдісін қолдану арқылы анықтау. Оқушылар істей алуы тиіс, өзгеше және шапшаң ойлау, әрекетті немесе нәтижені сынау, өз көзқарасын және өз ойын ашық айту, тірек сөздермен, мұғаліммен және дербес жұмыс жасау. Күтілетін нәтиже: білім алушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетінен жұмыс жасауға, дәлелдеуге, салыстыра отырып пікір айтуға, есте сақтауға, өз-өзіне сеніммен қарауға, жаңа шешімдерді іздей білетін тұлға қалыптастыру, сауатты оқуға, түсінуге, ажыратуға, салыстыруға, алған білімін күнделікті өмірде қолдануға дағдыланады. Курс бойынша мазмұны мен құрылымы: бірінші, қиял мен зейінге шолу. Дарынды балаларға арналған логика әлемі, көмекші, әдістемелік құралының құрылысы мен мазмұны математика курсының негізі болып табылады. Мұнда тек қажетті дайындық деңгейі жетістіктерін қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар логикалық, математикалық дайындықты күшейтетін терең әрі жан-жақты математикалық білімді игеруді, математикалық нысандармен жұмыстағы нақты тәжірибені, дифференциалдық тәсіл мүмкіндіктерін, оқу қызметінің маңызды элементтерін дамытуға жол ашады. Жаттығулар жинағында сабақтарды белгісіне қарай бөлуге және оларды орындауға, салыстыруға, жүйелеуге, логикалық сөздерді түсінуге және оларды дұрыс қолдануға, талдауға, ұғымды анықтауға арналған тапсырмалар берілген. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі сөз кезегін орыс тілі пән мұғалімі Сүлейменова Ләззат Омаровнаға береміз. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всем доброго дня! Я, Сулейменова Ләззат Омаровна, являюсь учителем общеобразовательной школы 87, учителем русского языка и литературы. Квалификационная категория педагог-исследователь. Имею 40 лет стажа. Хотел бы вам представить программу элективного курса. Тема: этимология, наука о происхождении слов. Программа предназначена для 5 класса, неделю 1 час, всего 34 часа. Авторская программа «Этимология, наука о происхождении слов» включает в себе вопросы по основным разделам грамматики, рассмотренным с точки зрения этимологии. Экскурсы в историю повышает интерес к языку, поэтому в программу вошли беседы по истории происхождения письменности, ведь именно появление письменности положило начало лингвистической науке. Стремление воспитать у учащихся интерес к разгадыванию тайн языка обусловило отбор материалов для занятий. Программа составлена с таким расчетом, чтобы выбранный материал способствовал закреплению знаний по основным разделам грамматики и лексики русского языка, углублению знаний, обогащению словарного запаса учащихся, развитию смекалки, сообразительности, воспитанию языкового чутья. Кружковая работа также преследует цель подготовки одаренных детей к олимпиадам по предмету. Цель данного курса
пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка, воспитать любовь к языку. Задачи. Расширить знания учащихся по некоторым вопросам происхождения языка. Формировать творческую активность учащихся на занятиях кружка. Развивать и совершенствовать любознательность, трудолюбие, настойчивость, самостоятельность, приобретение знаний школьников. Методы и формы работы. Рассказ, беседа, работа с научно-популярной литературой, творческие задания, дидактические игры, решение лингвистических задач. Ожидаемые результаты. Расширятся знания обучающихся по некоторым вопросам этимологии языка. Обучающиеся закрепят навыки работы с дополнительной литературой, научатся правильно пользоваться различными лингвистическими словарями, вести поисковую работу. Повысится мотивация к изучению русского языка. Спасибо, уважаемые коллеги, за ваше внимание. Рахмет, Ләстомарна. Келесі сөз кезегін орыс тілі пән мұғалімі Құсайынова Гүлзиян Рахметовнаға береміз. Я Кусаинова Гульзян Рахметовна, учитель русского языка и литературы КГУ ОШ номер 87, педагог, исследователь, 37 лет стажа у меня. Тема лективного курса «Учись писать грамотно для учащихся 7 класса». Основные задачи курса – обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. Активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи. Обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и литературы. Методы и приемы. С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует прием графического объяснения написанного, то есть графическое выражение хода размышлений учащихся. Использование таких форм работы, как тестирование, перфокарты, различные виды диктантов, творческое списывание, выборочное списывание. Формы проведения занятий. Лекция, практикумы, работа со словарями, деловая игра, тестирование. Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием. Этому способствуют такие активные формы работы, как практикумы, семинары, коллоквиумы, лабораторные занятия и зачеты. Как научиться писать грамотно? Грамотное письмо – это навык, который требует постоянной практики и внимания. Вот несколько эффективных стратегий, которые помогут вам улучшить свои письменные способности. Пиши так, как говоришь. Избегайте сложных, малознакомых слов, которые могут вам запутать читателя. Проверяйте свои тексты. Всегда перечитывай то, что вы написали. Чтение вслух может помочь выявить неловкие фразы, грамматические ошибки и пропущенные знаки препинания. Читай больше книг. Чтение – одно из лучших способов улучшить грамотность. Обращайте внимание на то, как авторы строят предложения, используют знаки препинания и подбирают слова. Делай упражнения регулярно. Как и любой другой навык, грамотность требует постоянных тренировок. Регулярно выполняйте упражнения на орфографии и пунктуации. Чем больше вы практикуете, тем быстрее будет прогрессировать ваша грамотность. Спасибо за внимание. Рахмет, Гүлзиян Рахметовна. Келесі сөз кезегін математика пән мұғалімі Каукенова Күлән Ольханнаға береміз.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Калкенова Куляна Ильхановна. Я работаю учителем математики в общеобразовательной школе номер 87 города Алматы. Педагогический стаж мой составляет 37 лет, педагог-исследователь. Сегодня вашему вниманию я представляю элективный курс «Математическая грамотность», рассчитанный на 9 классы. Актуальность данного курса обусловлена требованиями государственной политики Республики Казахстан в области образования, где одним из ключевых направлений является развитие функциональной грамотности школьников. Современный мир требует от учащегося не только знания фактов и формул, но и умения анализировать информацию, работать с данными, принимать решения и видеть математические зависимости в повседневной жизни. Поэтому цель курса – обеспечить школьникам возможность использовать математику как инструмент мышления, развивать математическую культуру. Цель курса – повышение математической грамотности учащихся. В основном лежит развитие логического, аналитического и критического мышления. Мы стремимся научить школьников не просто решать задания, а понимать их суть, искать оптимальные способы решения, интерпретировать результаты и применять их в реальных жизненных ситуациях. Особое внимание уделяется умению рассуждать, сравнивать, оценивать и выбирать рациональный подход. Для достижения цели курс решает несколько ключевых задач. Это формирование исследовательских навыков через постановку проблем и поиск решений, развитие вычислительной культуры и алгоритмического мышления, практическое применение теоретических знаний в задачах, моделирующих реальные ситуации, развитие умения работать с информацией в разных видах – числовой, графической, табличной, формирование навыков доказательного рассуждения. Курс помогает учащимся научиться справляться со сложными задачами и развивать самостоятельность мышления. Весь курс состоит из модулей, из 5 модулей. Курс состоит из первого модуля «Раздел чисел», на который отводится 10 часов. Второй модуль – переменная часть. Это элементы алгебры, 7 часов. Третий модуль – это изменение зависимости, основы функционального анализа, 7 часов. Четвертый модуль – это проблемные задачи, которые рассчитаны на 5 часов. И пятый модуль – это логические задачи, 6 часов. Структура курса выстроена таким образом, чтобы последовательно развивать навыки от простых вычислительных умений до анализа сложных ситуаций. Краткое содержание модулей. Первый модуль – это раздел чисел. Он включает основные понятия числовой системы: делимость, степень, корни, модуль, элементы статистики, работу с единицами измерения, масштабом и диаграммами. Этот этап формирует фундаментальные навыки, необходимые в дальнейших разделах. Второй модуль – переменная часть. Учащиеся учатся составлять уравнения по условию задачи, решать линейные и квадратные уравнения, системы уравнений, а также работать с дробно-рациональными выражениями. Это развивает способность моделировать ситуации и описывать их математическим языком. Третий модуль – изменения и зависимости. Учащиеся изучают функциональные зависимости, графическое представление данных, задачи по диаграммам и таблицам. Этот раздел учит анализировать данные, выявлять закономерности и строить выводы. Четвертый и пятый модули. Четвертый модуль – проблемные задачи. Он включает практикоориентированные темы: проценты, возраст, движение, производительность труда, концентрации и другие классические задачи. Учащиеся учат составлять алгоритмы решения и использовать математические модели в ситуациях, максимально приближенных к жизненным. Пятый модуль – логические задачи. Этот раздел направлен на развитие логических операций и умение классифицировать, сравнивать, делать выводы, работать с диаграммами или равенно. Также предусмотрены мини-исследования учащихся, что способствует развитию самостоятельного аналитического мышления. В процессе реализации курса используются разнообразные методы обучения, ориентированные на активное включение учащихся в работу. Аналитические мини-лекции, позволяющие кратко вводить теоретический материал, решение задач различного уровня сложности, групповая работа и обсуждение, самооценка и взаимооценка,
практические и исследовательские задания. Такой подход позволяет обеспечить развитие всех возможных. Оценивание включает как формирующие, так и итоговые формы. Оценивается понимание теоретического материала, умение применять формулы и методы, способность выбирать рациональный способ решения, качество выполнения тестовых и практических заданий. Итоговый контроль предполагает выполнение творческого задания либо выполнение теста, что позволяет объективно оценить уровень освоения материала. Ожидаемые результаты. Итоговый контроль предполагает выполнение творческого задания либо выполнение теста, что позволяет объективно оценить уровень освоения материала. Первое. Умеет читать, интерпретировать и анализировать графики, диаграммы и таблицы. Второе. Умеет формулировать задачи на математическом языке. Третье. Выбирает эффективные способы решения и аргументирует их. Четвертое. Применяет математические знания в практических жизненных ситуациях. Пятое. Приобретает опыт исследовательской и аналитической деятельности. И шестое. Становятся более уверенными при решении задач повышенной сложности. Спасибо за внимание. Рахмет, әріптестер. Бүгінгі қалалық тәжірибемізді бөлісіп, оқылған барлықтарыңыздың мына элективтік курстарыңыз барша мұғалімдерге тиімді және қолжетімді болады деп ойдамыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.